Дрон, пульт и немного смекалки. Так описывает свой проект Адам Богатырев. Над ним он работал почти месяц. Летательный аппарат может доставить нужный груз в труднодоступную местность, к примеру, лекарства и другие жизненно важные медикаменты для больных. Максимальная дальность полета для дрона – 8 километров. Для отправки нужно лишь правильно запрограммировать устройство. Вот я замоделировал, сделал, рассказал мой проект под названием «Доставка медикаментов с помощью дронов». Благодаря этой конструкции ее надо закрепить за дрон и снизу зацепить груз, после спускать его. Вот из чего он состоит? Он состоит из Arduino Nano, кнопки, аккумулятора, сервопривода и замка, который сбрасывает груз. Проект Адама получил 3-е место на чемпионате СКФО по робототехнике в номинации «Креатив Робот ITX». Соревнования проходили в Грозном 18 марта. Участвовали ребята из Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. 2-е место в той же номинации получил и Абдул-Малик Салим. Его проект решает актуальный вопрос современности. Что делать с неразлагающимся пластиком? Очистить экосистему поможет эта нехитрая вещица. Над ней 9-классник трудился 2 недели. Берется пластиковая бутылка любого размера или цвета, зависимо какой цвет вам нужен в конце, продевается и 2 подшипниками нарезается на линии длины, шириной 1 см. Эти линии продеваются через экструдер, и экструдер нагревается, и получается филамент для 3D-печати. Филамент – это пластик для 3D-принтера, с помощью которого он печатает. Эксперты хорошо оценили проект. Даже один из экспертов пытался купить проект, спрашивал, там, за сколько вы продадите его и так далее. Но мы отказались от продажи, так как, во-первых, эта конструкция не финальная версия этой конструкции, то есть ее нужно еще дорабатывать, чтобы действительно получать достойный, скажем так, материал филамент для 3D-печати. Вот. А пока что это такой экспериментальный у нас проект. 4-е место уже в номинации «Большое путешествие» завоевали Сахар Истемирова и Адам Тибоев. Ребятам предстояло собрать и запрограммировать робота, обходящего полосу препятствий вот на такой дороге. Сначала, когда мы его запускали, он должен был поехать по линии, объехать препятствие, забраться на горку и вытащить из кегли-ринга. Запрограммировать робота правильно несложно, отмечают ребята. Главное – грамотная сборка. С ней на соревнованиях они справились за 7 минут. Вот этот блок, он самый важный. Он нужен, чтобы программа запускалась и загружалась. Эти клешни нам нужны были для одного задания – выталкивать кегли. Здесь находится датчик, чтобы сканировать стену и объезжать ее. Пара моторов. И еще 2 датчика, чтобы робот ехал по линии. Результатами воспитанников наставники довольны, поэтому планируют привлекать детей для участия в таких соревнованиях и дальше. Для ребят это стимул учиться лучше и узнавать больше нового в сфере робототехники. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.